Джим МакГоверн из Палаты представителей США сообщил, что готовит законопроект о введении запрета на китайскую продукцию, произведенную на заводах, где трудятся узники из Восточного Туркестана. Во время конференции, прошедшей в Американском музее Холокоста, был освещен вопрос систематического давления Коммунистической партии Китая на жителей уйгурского региона и совершенные китайским правительством преступления против человечества. МакГоверн сообщил, что совместно с сенатором Марко Рубио предложит законопроект о предотвращении геноцида в отношении уйгуров, призванный внести запрет на импорт китайских товаров, произведенных трудовыми узниками. Ранее Австралийский институт стратегических исследований обнародовал информацию о том, что компании Apple, BMW, Gap, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen производят поставку большей части продукции из этих заводов. По сравнению с прошлым годом, импорт китайской продукции на период с января по февраль месяц снизился на 17%. Смертельно опасный вирус продолжает негативно сказываться на китайской экономике. Министерство таможни Китая сообщило, что импорт упал до отметки в $292 миллиарда. Это стало самым заметным падением экономики с начала торговой войны между США и Китаем. Согласно данным Центрального банка США, начиная с 21 февраля, банкноты, поступившие из Китая и других стран Азии, не допускаются на рынок. По сообщениям Государственного информационного агентства Узбекистана, 7 марта власти одобрили законопроект о входе в состав стран-наблюдателей Евразийского экономического союза. Лояльная позиция Мирзияева в политике и торговых отношениях положительно сказалась на российско-узбекских отношениях, тем самым показав перспективу становления Узбекистана вторым государством в Евразийском экономическом союзе с высокой покупательской способностью. 24 января на заседании парламента президент Узбекистана сообщал, что правительство ведет переговоры о сотрудничестве с представителями Евразийского экономического союза. В китайской провинции Фуджиань произошел обвал пятиэтажного отеля, выделенного для граждан, находящихся под карантином. После обвала отеля Синьцзя Экспресс под завалами оказалось 70 человек. 43 из них спасены, остальные находятся под обломками здания. Как было отмечено, 17 февраля отель был выделен для граждан, находящихся под наблюдением из-за контакта с инфицированными из провинции Хубэй. Местные власти не прокомментировали причин происшествия. До настоящего момента в Китае, ставшем очагом эпидемии коронавируса, было зафиксировано свыше 90 тысяч случаев заражения. Погибло по меньшей мере 3070 человек. Появилась информация относительно того, что наряду с братом Сальмана Ахмадом бин Абдулязизом по обвинению в попытке переворота в Саудовской Аравии были арестованы видные члены королевской семьи. В пятницу по приказу наследного принца правоохранители Саудовской Аравии задержали его брата Ахмада и бывшего принца Мухаммада бин Наифа. Об этом, ссылаясь на саудовские источники, сообщила газета Wall Street Journal. Задержанных ожидает пожизненное заключение или смертная казнь. Также имеются утверждения, что наряду с Ахмадом бин Абдулязизом и Мухаммадом бин Наифом был задержан и принц Наваф бин Наиф.